Здравствуйте, друзья! Снова в эфире программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Петр Цпанин с вами. Мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. Здравствуй. И к нам сегодня в гости пришла директор Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук Сардана Ильинична Боякова. Сардана Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу, что-нибудь поготовить. У нас кулинарный концепт, мы называем его кулинарное ток-шоу. С чем вы к нам сегодня пожаловали, что будем готовить? Значит, мы сегодня приготовим салат из хорта. Ну, хорта – это наше традиционное якутское национальное блюдо, значит, из кишок жеребятины. Если не скажем, что одно из самых таких традиционных, да? Традиционных, но мы его сегодня подадим в такой, скажем так, более современной обертке с овощами. Салат такой овощной с хорта. Откуда рецепт сразу? Ну, как-то домашний, но потом я его как-то проверила по книге Натальи Конешниковой «Национальная кухня». Хорошо. Ну, раз салат, ну, наверное, это все скоро тут порезать и, грубо говоря, смешать же, да? Ну, хорта я принесла уже отваренный, потому что долго оно готовится долго, где-то часа полтора нужно его варить. В принципе, салат простой в изготовлении, но поскольку хорта долго готовится, ну и резать надо овощи, так, вручную, если довольно долго, то ну, в основном, конечно, может быть, это праздничное блюдо. Если что, Семен вам поможет, может быть, даже я помогу, да. Вы сказали вот про хорта, что именно 1,5 часа, да? Да, 1,5 часа примерно. Ну, то есть долго, чтобы она стала вообще, ну, такой... Да, она должна быть очень мягким. Да. Мягким, да, таким, ну, чтобы, говорят же, как бы, чуть ли не во рту, чтобы таяло. Сразу такой, может быть, провокационный вопрос, потому что те люди, которые впервые пробуют наши национальные блюда, говорят, что хорта, как бы так, имеет свой, скажем, такой специфический запах. Как вы к этому относитесь и как вы его сильно моете? Все равно же надо отмывать, потому что это... Нет, ну, во-первых, конечно, уже, допустим, ко мне поступила тщательно промытая, обработанная. Это вот родственники мне из деревни отправили. Вообще, конечно, нужно тщательно мыть. Поэтому, когда я варила, сильного запаха не было, но запах был. А есть вот современные хозяюшки, например, моя сестра применяет ноу-хау. Она варит хорта в мультиварке. Мультиварки. Ну все, она закрыта, и все, тогда как бы по всей квартире. И готовится быстрее. Да, и быстрее. Да, и мягче становится, да? Хорошо. А как вы вообще к нашей кухне относитесь, якутской? Ну, я считаю, что в том числе и как ученый, который изучает традиционную культуру, что это очень здоровая и экологически чистая, особенно в современных условиях, кухня. Ну, у нас вообще всегда же говорят, сейчас, не секрет, что в последнее время идет такая тенденция, что у всех на устах прямо говорят все, правильное питание, супер правильное ПП, это нельзя, вот это нельзя, чуть ли не говорят, что наш самый якутский суп из говядины, говорят, слишком много нельзя, холестерин и все прочее, то есть многие блюда вроде как бы перетерпели, скажем так, на них давление, да, но с другой стороны мы отличаемся тем, что у нас блюда, многие продукты, вчера бегала, сегодня на столе. Так, во-первых, отрицательное отношение не сколько к супу из говядины, а сколько к самой говядине, как в общем, красному мясу, скажем. Красное мясо. Говядина, в основном, если вот взять чисто якутскую, конечно, корову, она действительно жирновата, наверное. Но, с другой стороны, наша пища национальная, она сформировалась на протяжении многих веков, и она приспособлена к нашему климату, прежде, и к нашим сезонам. В принципе, она всегда носила сезонный характер. Что касается суп, мяса, это обязательно, конечно, зимой.
И наши предки в основном это употребляли супы и так далее, горячие, ну, горячие жидкости пили. Это вот один из, может быть, назовем так, по-научному механизмов адаптации к нашей вот экстремальной холодной потому среде. что на холоде тратится сумасшедшее количество энергии, конечно. Да, чтобы на обогрев организма, тем более, что приходилось подолгу по работе, скажем так, охотиться на улице, да, все время мерзнешь, и колоссальные затраты энергии. Да, на улице, либо ты оленеводы тоже в основном на улице и так далее. Но другое дело, что, конечно, в современных условиях у нас мало кто уже придерживается традиционного чуть-чуть уже образа по-другому, жизни. да, поэтому я про это и сейчас спрашиваю. И для офисного работника, не хочу называть другим словом, который даже пешком не ходит, допустим. У нас же иногда затраты, даже когда ты выходишь на улицу, идешь пешком, вот морозец, и в основном работает в офисе, конечно, нужно уже вносить какие-то коррективы и облегчать. Ну вот, в частности, сейчас вот все это вот подается с овощами, например. Тогда. Вот сегодняшний пример моего салата. Да, один из таких вариантов. Но поэтому нужно корректировать. Отсюда, из-за того, что значит, национальная пища, прежде всего, якутская, была очень жирной, там, не без этого. Наваристые, там, большие и так далее, конечно, вот, где-то начиная, наверное, последние 20 лет увеличилось количество желудочно-кишечных заболеваний и так далее. А вы для себя что-нибудь выделите, ну вот конкретно, что вам, вот не как ученым, а как лично вам, что нравится в якутской кухне? Любимое блюдо, например. Так. Это мы у всех мучаем, так всех так спрашиваем. Ну, я люблю и рыбу, и мясо наше, конечно же, жеребятина, хартат. Даже и в чистом виде, один из моих любимых продуктов. Ну, наверное, рыбу в различных совершенно проявлениях. Ну, нашу речную, наверное, да? и строганину, и караси. Все это, конечно, я очень люблю. Рыба. Хорошо. Ну, давайте потихоньку начнем. И уже, получается, не первый вопрос. Немножко, пожалуйста, расскажите о себе. Да, я знаю, что вы директор института, да, но вы же не стали директором сразу института, да? Как сложилась ваша трудовая деятельность, ну и вообще откуда вы родом? Расскажите, пожалуйста. Ну, я родом из Якутска, здесь родилась и выросла. После школу номер 3 я закончила. Я поехала в Москву, поступила и закончила Московский историко-архивный институт. Дело в том, что в 2019 году 8 институтов объединились, и у нас теперь есть Федеральный исследовательский центр, Якутский научный центр. ФИЦ, да. Да, и как бы юрлицо у нас одно, вот этот ФИЦ. И второй этап, этот ФИЦ создает комиссию, куда ходят как представители института, с других каких-то учреждений. Они дальше уже смотрят рейтинг, там, заполняю значит, таблицу такую по показателям, сколько конференций провела я, сколько за последние 5 лет, там, сколько у меня публикаций высокого рейтинга, сколько монографий, ну и так далее, и так далее. И они уже это смотрят, и плюс к нему приплюсовывается балл, который я как вот на выборах, значит, завоевала, скажем так. Ну и вот выносится решение. Хорошо, да, время у нас идет, время передачи идет, вы так хорошо рассказываете, но неплохо бы уже что-то начать резать, да, это вот первое. А второе, такой вопрос. Что-нибудь поменялось у вас, ну вот, вы 30 лет работали, скажем так, ну, обычным, может быть, сотрудником, да, да, и стали резко руководителем, да. Что-нибудь поменялось в вашей жизни? Ну, во-первых, я не стала резко руководителем, я уже говорила, что я много лет возглавляла разные отделы, там, подразделения, поэтому у меня, конечно, большой опыт работы и по организации конференций, по руководству проектами, международными в том числе, в экспедициях я часто бывала, то есть вот эту кухню я хорошо знаю. Сейчас, конечно, поменялось в основном, наверное, объем работы. В принципе, в какой-то степени, может быть, сохранилось объем работы, то есть, естественно, на одно дело я руководила подразделениями, самое большое, по-моему, было 50 или 60 человек, а сейчас у нас в институте, ну, почти около 200 человек. И, большой коллектив, да? Да, один из самых больших институтов, по-моему, даже самый большой институт из научных институтов у нас. Да? И
Конечно, больше стала заниматься вот такими вопросами, которые в меньшей степени хозяйственными, там, финансовыми. Вот это, конечно, было для меня в какой-то степени, не скажу, что в нове, потому что у меня были гранты и так далее, с финансовыми вопросами, конечно, я знакома, но, конечно, объем несопоставим. Это я, знаете, такой вопрос задаю, потому что я тоже стал руководителем своей компании, и для меня поменялось то, что я мог сказать: сегодня я приду к обеду. Не в 9, как все, а я сегодня приду к обеду, или завтра меня не будет. В моем случае произошло все это с точностью да наоборот, потому что у нас у ученых, в принципе, не нормированный рабочий день. И тем более для гуманитариев мы на работу можем... Я на выезде, я на исследование. Да, мы можем пойти в архив, в библиотеку, иногда даже дома, пишешь статью. Да, что я работаю дома поработать. У нас 2 явочных дня в институте, нужно прийти обязательно. А тут приходится, конечно, с утра, вот с 9 до 6, как минимум, точно быть каждый день в институте. Значит, все режем соломкой. Ага. Довольно мелко, да? Да, довольно. Чтобы это же салат, поэтому нужно как-то, чтобы было в том числе и красиво. Потом нужно обязательно его будет охладить, поэтому в первую очередь надо бы пассируем овощи. Салат этот подается холодным. Да, как остынет. Но можно же его подавать и как теплый салат, тем более, что там харта, можно же... А вы харта вообще обжаривать будете? Нет, харта уже сварена, да, нет, он так вот. Все ясно. И опять-таки, я вот уже говорила, что мы немножко осовременили, поэтому он должен соответствовать определенному правильному питанию. То есть никаких вот лишних там жарок и прочее. То есть без лишней жарки и все прочее? Да. Все понятно. Она и так сама по себе жирная, да? Да, жеребятина, она жирная. Жирный продукт. Светлана Ильинична, да, вы уже упомянули, что институт один из самых древних, да? Он вообще первый у нас. Вообще первый? Нет, в республике, как недавно установили, все-таки, наверное, первенство мы отдадим Институту сельского хозяйства, потому что... Чиросов недавно был, тоже утверждал вот как раз. Но они нашли документы, что там можно даже вести, может быть, с 1906 года. Но другое дело, что они потом закрывались, превратились в лабораторию и так далее. Да, мы действовали всегда. Но бесспорно, первый академический институт — это мы. В следующем году исполнится 90 лет. В 1935 году он был создан. В 1947 году он вошел в состав Российской академии наук. И он считается, конечно, старейшим вообще в Сибири, потому что тоже сибирское отделение в Новосибирске, академгородок, он только в 1956 году был открыт. Светлана Ильинична, да, расскажите, пожалуйста, про институт, про структуру, да, и самое главное, да, вот какие задачи ставятся на нынешнем этапе, да. Институт был в 1935 году, когда создан. Организатор института, это был Платон Алексеевич Аюнский. Кстати, он, может быть, кто-то не знает, он первый у нас остепененный ученый нашей республики. Как раз он получил степень кандидата лингвистических наук, защитился в Москве, и был создан институт. Он назывался тогда «Языка и культура», и уже этим определяется направление работы нашего института. Тогда же были созданы отделы истории, языка и фольклора. Примерно по этим направлениям. Сейчас, конечно, гораздо больше направлений. У нас более 10 научных подразделений. Мы занимаемся, у нас есть, лаборатория археологии, да, отдел истории, отдел фольклористики, литературоведения, отдел изучения якутского языка, отдел северной филологии. Также есть такие, скажем так, современные структурные подразделения, которые следуют соответствуют современным направлениям гуманитарной науки или являются междисциплинарными даже. Это, например, отдел этносоциологии, Центр арктических исследований, Центр социолингвистических исследований. Наверное, пока у нас единственным, наверное, за Уралом, что ли, у нас открылся Центр интеллектуальной истории и культуры. Кроме того, есть у нас вспомогательное подразделение, музей истории академической науки имени Георгия Прокофьевича Башарина, рукописный отдел архива Якутского научного центра, где хранятся уникальные
рукописи и материалы экспедиции, которые сотрудники нашего института вот собирали, начиная с 30-х годов, с момента основания. Они записали тогда и камлания шаманов, настоящих, вот тогда еще живущих, и Аланхо очень много. Поэтому мы все это вот продолжаем эти исследования. Тем более с учетом того, что у нас, конечно, много лет работали, вот я назову даже имена, это люди, конечно, которые составили славу и гордость не только якутской науки, российской, может быть, даже мировой. У нас археологи работали, Юрий Алексеевич Мачанов, Светлана Александровна Финасеева, филологи Елизавета Убрятова, Лука Харитонов, историки, тот же Георгий Прокофьевич Пашарин, Сафрон, Василий, то есть Федот Григорьевич Сафронов, Василий Николаевич Иванов, Михаил Михайлович Катылаев. Вот. Ну, в настоящее время мы продолжаем вот, традиции наших сложившихся школ. А из достижений, или мы, может быть, ну, да, из достижений, конечно же... Чем вы гордитесь в первую очередь? Ну, мы гордимся... Ну, во-первых, прежде всего мы гордимся нашим таким мировым достижением. Это 15-томным толковым словарем, большим толковым словарем якутского языка. Почти на протяжении 50 лет его готовили, собирали материалы, составляли картотеку. Наши ученые потом где-то на протяжении 15 лет издавали. И он, особенность в чем? Вот таких, в принципе, уникальных словарей у нас, по крайней мере, в отечественной науке еще нет. Он двуязычный. Там идет толкование якутских слов и на якутском языке, и на русском языке, и на якутском языке. Ну, то есть этимология слов, откуда происхождение и все прочее. Ну, все есть, значение, так, происхождения, может быть, нет еще. Вот мы отдельно, у нас отдельный словарь есть в этом направлении. Сейчас, например, мы плотно работаем над монгольско-якутским словарем. Даже так? Да. Ну, вы знаете, что якутский язык, он вообще многосоставный. Ну, и да, раньше считалось, что 60% да. тюркского, где-то около 30% монгольского. Но сейчас вот пересматривается, возможно, монгольских больше. Есть даже такая теория, но это сами монголы придерживаются, что на самом деле мы монголоязычный народ, а тюрками стали, как бы элита у нас была тюркоязычная, ну вот по примеру, допустим, когда в свое время Англию когда завоевал Вильгельм Завоеватель, почему откуда там много слов французского происхождения? Элита, значит, у них была такая франкоязычная. Что мы как режем? Ну, тоненько тоже как-то вот так вот пополам разделите и вот режьте там. Вот, и очень такой перспективный проект, и вообще в целом у нас таких вот в плане вот сравнительных, мы вот здесь видим такое тоже перспективное направление. После монгольского словаря мы перейдем, видимо, к тюркским. Вот у нас есть уже договоренность, что с казахами, и даже мой коллега Владимир Ильич Монастырев вот даже подготовил одного магистранта. И вот в будущем, возможно, мы, когда я уже перешла к планам, но в планах есть, чтобы вот такие же примерно словари и с тюркскими тоже сделать. А это, извиняюсь, словари, скажем так, бумажный вариант, да? Ну, или электронный? Значит, 15-томный вышел в виде книг, но понятно, что на месте не стоим, и сейчас уже мы, конечно, уже подготовили электронный вариант, на нашем сайте можно найти, то есть зайти, и вот этот же словарь, он есть в электронном варианте. Он в свободном доступе? Да, в свободном доступе, то есть вы просто как вбиваете слово любое, и тут же он выходит. Да. Перевод на русский? Да, на русский, да, и объяснение. Нет, не только на русский перевод, это же толковый словарь. Да. То есть там объяснение, что это такое, на русском и якутском. Ну, полностью вот этот словарь, он уже в электронном виде. Задание личное. Вот, у меня, как обывателя, вопрос. Я часто бываю в поездках и по регионам, и за границей, да, и говорят, что якутский язык, говорят, вы на каком языке разговариваете? Часто так бывает, мы между собой разговариваем. Я говорю, какой тяжелый язык, как вы вообще на нем разговариваете, и так быстро? Как вы считаете, якутский язык, вообще он, степень изучения? Нет, вообще считается, что якутскому языку повезло, он один из наиболее изученных языков. А почему такой интерес был всегда к якутскому языку? Да. Потому что якутский язык наряду с чувашским, он считается, отделился от общей тюркской основы раньше всех, и поэтому сохранились вот эти архаические какие-то моменты у нас. И
и как в якутском По-моему, языке, так и в очень якутской культуре. Морковь вначале, да? Ага. Ага. Так. Вот у нас одна из самых высоких сохранностей, как языка, так и культуры. Поэтому. Ну, национальная идентичность вообще народа, И- национальности, этноса – это в первую очередь язык. Так? Ну да, конечно. Ну да, если Хотя я щас- саха и по саха не говорю, ну какой я саха, грубо говоря. Я куда-то уеду, и как я докажу, что я Нет, саха? сейчас вообще Мало что я вот такой. проценты идентичности, то есть эти процессы, они пересматриваются. То есть Ага. вот язык уже не является главным критерием. А, да Самое ладно. главное Уже? самосознание, идентичность, да. Да? Ну, то есть я достаточно говорить, что я саха и все? Ну не то, что говорить, а ощущать себя человека, принадлежащего к этой культуре. А вот так, да? Да, конечно. Ну, то есть даже не язык. Нет, язык сейчас уже по международной транскрипции он уже не является главным критерием. Но, конечно, это основополагающее. Ну, да, я тоже так считаю. Но потому что я недавно видел таблицу по регионам России, национальные регионы. Мы, ну, скажем так, не самые первые, но где там в первой десятке у нас 30% населения владеют якутским языком. Сколько? 37. Не может быть. Да. Более 90. Нет. 37% населения, самые высокие у чеченов, у них 88. У дагестанцев, у тувинцев около 70, мы около 37. Откуда это взяли информацию? Ну, Нет, согласно последней переписи 2021 года. Не знаю, 92%, по-моему, было. Якуты один из самых хорошо сохранивших свой язык народов. Вот так, да? Да, считаете? конечно. Это, во-первых, благодаря тому, что до 89 года почти 70% якутов саха жило в сельской местности. Да. Оттуда, после этого начался этот процесс урбанизации резкий. И, с другой стороны, конечно, в нашей республике проводилась очень большая... Это тоже сюда, да? Да, сюда все вместе должно быть. Значит, политика, и было много программ по возрождению, сохранению языка. Конечно, это дало свой результат в определенной степени. Другое дело, что вот буквально в последние годы эти показатели стали ухудшаться среди молодого поколения. Ну да, Ну, мы-то- особенно городского. Не только. Для нас, конечно, это было вначале большим удивлением, что и среди сельского тоже. Тоже, И да, мы так. считаем, что у нас вот и отдел специально, поэтому мы создали, когда вот забили тревогу мои коллеги-ученые, Центр социолингвистических исследований. Они вот как раз и должны вот языковую политику корректировать и так далее. Ну и, конечно же, если у нас в 90-е годы якутский язык и культура был обязательным, то сейчас вот после принятия новых законов это уже по желанию родителей. И ну, вот мы встречаемся, например, особенно в районах, где проживают коренные малочисленные народы севера, что у нас, в принципе, вот хуже всех ситуация с родными языками там, и многие из них, ну, наверное, почти 70%, если не 80%, они все говорят на якутском языке. И очень часто вот уже преподаватели жаловались, что и программы внедряют и так далее. Но сейчас же все по выбору родителей. И родители многие против, чтобы изучали родной язык. Зачем лишняя нагрузка на детей? Зачем лишняя нагрузка, на детей, детей, да. Ну вообще, сейчас современные технологии... Вы скажете, да? Ага. Достаточно, да? Нет, еще, наверное. А, еще чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Огня хватает? Ну, 110 должно быть. А ну слабый, правильно, сейчас надо. Нет, ну Вначале- это не да. температура. Может побольше А? туда? Нет, он не должен быть сильно на слабом огне же немножко посередине. Ага, Пойдет, ага. да? Ну, вы следите хорошо, Семен, да? А то с Петром увлечемся разговорами. Да-да-да, Ага. пусть Семен Ага. посидит, Потому нормально. что, ага. Надо Ой. снизу достать. Это, конечно, так профессионально. Да-да-да. Красавчиков. Итак, у меня такой вопрос. Опять же, как у обывателя. Современные технологии на месте не стоят. Сейчас многие говорят, что, ну и есть, приехать в страну, достать телефон, наговорить, и он сразу автоматически выдает перевод. Ну, говорят, зачем тогда изучать те или иные языки? Ну, то есть полиглот – это уже 20 век, зачем это нужно? Как вы считаете?
Ну, языки? это возможно для какого-то кратковременного пребывания, а для того, чтобы более детально, ну, вообще более глубоко, ну, я пользовалась тоже полиглотом, например, вот когда в Китае там же была. Ну, это вот какие-то простейшие фразы, потом он не всегда они там понимают. Я думаю, Нет, ну сейчас еще достаточно, лучше да, станет, стоит что тогда, уже да. скоро будет так, что лучше нас самих уже будет телефон и искусственный интеллект общаться. Вообще, ну, изучение языков, ну, других иностранных языков, это мощный антиальцгеймер. Считается. Да, конечно, Да. я абсолютно с вами согласна. Мгм. Ну, в любом случае язык нужен. Я еще раз говорю, конечно, вот как бы ученые-этнологи вот, как бы и сняли этот маркер, один из главных маркеров, но в любом случае он остается, и он, пока жив язык, будет жив народ. Это однозначно, конечно. Вот, да, я тоже так считаю. Что не планируется специально, тем более 90 лет и все прочее, какие-то такие? Да, это большой юбилей. Конечно, мы вот, у нас уже есть какие-то наметки. Значит, осталось полтора года. Ну, прежде всего, конечно, мы хотели бы подготовить ряд таких изданий. Вот одна из возможных таких серий – это ученые ИЯЛИ и ГИПМНС, собрание их трудов избранные. И, наверное, это будет многолетняя серия. Таким образом, мы вообще начинаем процесс подготовки к столетию уже, в принципе, тоже 10 лет не за горами. Но первый том, скорее всего, мы посвятим, конечно же, основателю нашего института, Платону Алексеевичу Аюнскому, и его научные работы опубликуем, и какие-то документы постараемся найти, ранее малоизвестные, характеризующие его именно научную деятельность. Ну, кроме того, конечно же, будут конференции, и хотим подготовить, конечно, ряд таких крупных теоретических трудов. Словари, ну, это вот что касается книжной продукции. Так, конечно же, я уже говорила, что мы начали большую работу по цифровизации. Ну вот кроме цифровизации словарей якутского, их же много тоже, не только вот толковый словарь, есть и этимологические, фразеологические и так далее словари. Мы также очень активно у нас работают наши коллеги, филологи, специалисты по северным языкам. И вот где-то с прошлого года они реализуют проект «Аудиовизуальный фонд языков коренных малочисленных народов Севера». То есть они много лет ездили по экспедиции, записали носителей, и это все как бы создается в виде определенного сайта, карты и так далее. Значит, вот в чем особенность языков, особенно коренных малочисленных народов Севера? Очень много диалектов. Да. И они друг на друга не похожи вообще. Ну, например, если мы даже говорят один язык, юкагирский, но на самом деле сейчас многие ученые считают, что это вообще два отдельных языка. Язык лесных юкагиров и... Эвенка не поймет, скажем так, да? Нет, ну Эвенка может в чем-то и поймет. В чем-то и поймет. Потому что юкагир, лесной юкагир может не понять тундренного юкагира. Вот, даже вот так, да? Вот, да. Хотя, ну, когда в 20-е годы вся эта шла, вообще окончательная классификация, она только в 20 веке произошла. И ну, это было связано с тем, что тогда к тому времени уже многие утеряли свои языки, допустим, да? Которых, ну, носители и даже тех же эвенов и эвенков вот окончательно разделили вот где-то 30-е годы, 20-е, когда шло районирование. Вот. Ну, понятно, что есть различия в культуре, хозяйственных, ну, генетических, допустим, на происхождение, этногенез, да, мы говорим, эвенского народа, например, большое влияние оказали коряки, да, чукчи, ну, то есть эвенков западных, например, якуты, да, нганасаны, ненцы и так далее. Сардан Ильич, вы упомянули, что, да, одним из самых, то, что человек, народ себя считает тем или иным, самоидентичность, да, и вот я не побоюсь, что одно из самых наших праздников ИСЭХ, ну вот то, что мы говорим, мы якуты, гордимся, Саха, гордимся, там у нас ИСЭХ, да, расскажите, пожалуйста, про него, как так вообще получилось? Ну, понятно, что в советское время очень многие
да, наши праздники, традиции, вообще определенную трансформацию провели. Но тем не менее, одно время эсэх тоже не проводился. Вы помните, что возрождение началось в конце Великой Отечественной войны, поэтому вот в 1944 году провели первый эсэх, потом в 1945. Но другое дело, что в советское время, как он проходил, может, если вы из детства помните, вначале там доклад председателя директора совхоза, председателя колхоза, награждение что-то проделано на работе, да, вот так ордена, вот. медали всем вручали. То есть это все как бы идеологизировалось в свое время. Но, тем не менее, элементы, конечно, сохранялись. Это осохой. Встреча солнца. Нет, встреча солнца тогда не было, да? все уже было забыто. Комосопитие, национальную еду какую-то вот приготовили, национальная одежда все-таки она сохранялась. Соревнования. Да, обязательно, да. Мюге, я помню. Вручали как приз. Но вот в начале 90-х годов, в конце 80-х, в начале 90-х годов, как вы помните, у нас в республике начался процесс такого возрождения национальной культуры. В годы, скажем так, руководства Республики Михаила Ефимовича Николаева. Да. Разрабатывались тогда концепции сохранения различной культуры. Тогда мы поняли, что мы можем что-то где-то ассимилироваться, может быть, мы уже начали терять свою самоидентичность. Якуты уже там, не якуты и все прочее. Да, мы много очень потеряли. Упустили, скажем так. То есть тогда же в советское время же была такая политика, что у нас единый советский народ, да, то есть без всяких... Все с галстуками, все в одинаковых одеждах. Должны быть так, да. Чуть ли не так, да. Ну и главное, конечно, это вот общая наша идеология и так далее. Да. И вот тогда как раз обратились к нам, и ученые нашего института во главе с Екатериной Назаровной Романовой, сейчас это доктор исторических наук, это известный этнограф, и, что самое интересное, как раз ее кандидатская диссертация была посвящена национальному празднику эсэх. Тогда была подготовлена концепция возрождения, и самое главное, национальный праздник. Тогда по предложению 21 июня был объявлен национальным, был принят закон о том, что это у нас будет теперь новый национальный праздник. Да, даже выходным днем объявили. Да, первый из череды национальных праздников, это как раз стал День эсэха. Да. И большую очень работу провели наши этнографы, фольклористы. Началось все вначале это с эсэха города Якутска, с мэрией работали, а потом уже по всем улусам создавались такие специальные методички и так далее. И вот то, что сейчас наш эсэх Туймады признан лучшим национальным праздником России, конечно, это вот огромная работа и заслуга. Потому что таких национальных, говорят, вообще чуть ли не в мире нет. Насчет мира я сейчас пока Нет, это я уже забегаю вперед. Да. Но да. в лучшем случае, да. Потому что те приезжие туристы, которые приезжают, каждый год их становится все больше и больше, и каждый раз восторгаются, говорят, как вы это делаете, как вы такие крутые, и как вы все таких одинаковых, красивых якутских нарядах. Мы тоже так хотим. Это я как обыватель говорю. И самое главное, именно вот в этой концепции было, заложено возрождение, вот то, что даже было забыто. Вот встреча солнца, вы только что говорили. Потом вот эта обрядовая составляющая, когда выходит алгощит и благословляет, окропляет. Восстановили по документам 18-19 века, когда вот приехали первые ученые сюда, они писали, большой интерес представляли. Вот, например, академик Миллер, первая самая, 300 лет назад создали Академию наук российской, и первая экспедиция вместе, по-моему, не прошло 10 лет, самая большая и первая экспедиция приехала в Якутию академическая. В том числе там был историк, академик Миллер. Он специально составил инструкцию и в том числе посетил эсэх недалеко от Якутска, видимо, в районе, сейчас мы спорим, потому что там просто написано Подгородно, но, видимо, в районе... Где он был, да? Где-то Хатас, хангаласские, видимо, тогда якуты. И он описал. И вот по ним восстановили многие традиции и так далее, обряды. Но сейчас все больше и больше ширится, все больше распространения получает. Мы еще и новый эсэх придумали для себя, эсэх Алонхо, который стал еще и благодаря, в том числе и вам, вашему институту, наследием ЮНЕСКО, правильно? Да, спасибо большое. Да, мы тоже этим гордимся, что для подготовки того, что в 2005 году было наше Аланхо объявлено было
шедевр, нематериальным шедевром. Шедевром нематериального наследия человечества. Ну, почти 2, если не скажу 3 года, вот, без отпусков, без выходных, сотрудники нашего тогдашнего отдела Ланхо, фольклористы, готовили досье. Прошли несколько этапов, конкурсов, огромный конкурс, это по всему миру уже было. И то есть, почти каждая страна представила свой праздник, какой-то обычай, обряд, или же вот в данном случае эпос. И мы тоже, опять же, как бы своя предвыборная да. программа. Ну, и там много, нас. там и фильмы снимали, перевели, целый написали научную работу большую, перевели на английский язык, потом все представляли в Париже, в ЮНЕСКО. И после того, как в 2005 году объявили его шедевром, была создана программа десятилетия Ланхо, потом второе десятилетие комитета, ну и в том числе программа, даже были созданы, ну не созданы, скажем так, СЭХ Ланхо как бы да. проводятся уже на протяжении, ну, сейчас боюсь сказать, но где-то около тоже. Не сразу начали, но вот уже. Да, уже он у нас есть и будет проводиться на традиционной, на постоянной основе. Почти 10 лет. Да, Сардана Ильич, нам уже намекают, что наше эфирное время заканчивается, к сожалению. Спасибо вам за приготовленное блюдо, спасибо за интересную беседу. Давайте мы возьмем самая любимая часть моей передачи. Да, это я вам так покажем. А подождите, а вы посолили? Да, спасибо себе. Посолил, поперчил. Можно еще и добавить. Да, он чуть-чуть необычно не досаливает, не доперчивает, но всегда можно добавить. Ну, мне хорошо, поскольку я вот придерживаюсь очень правильного питания. Я иногда даже вообще не солю блюда свои. Да? Поэтому я сразу хотела, чтобы Семен это сделал. Ага. Шедеврашечка. Как вкус харта вообще чувствуется? Как я говорю, люблю говорить, чоканас. Вообще. Очень круто. Спасибо. Сардана Ильич, у нас... Ой, Сардана Ильич, в конце передачи просьба такая, у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру. Пожелания для наших телезрителей. Вы знаете, вот у многих скотоводческих народов Азии есть пожелание белой дороги. Такое же пожелание есть и у нас, у народа Саха. А с чем это связано? Это связано с тем, что для нас белая пища, кумыс, молочная пища, она является священной, сакральной. Не случайно мы, когда у нас проходят большие праздники, или мы что-то благословляем, алгыс произносим, окропляем землю, обязательно кумысом и так далее. Я хотела бы всем пожелать белой дороги в вашем жизненном пути, для того, чтобы вам встречалась вот на этом пути только любовь, радость, чтобы неприятности, какие-то несчастья обходили стороной, и чтобы всегда вам встречались добрые люди. Всем, пожалуйста, доброй дороги. Доброй белой дороги. Да. Еще раз большое спасибо. А я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была директор Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Российской академии наук, Сардана Ильична Боякова. Сардана Ильична, еще раз спасибо большое. Семен Тарбахов, я Петр Цепаньин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы. Да. До свидания. А нам надо довести. Сейчас будут поднять титры, а мы стоим кушать.